Нефтяник встречает гостей. Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев в актовом зале встретился с воспитанниками, побеседовал с ребятами в непринужденной обстановке. В рамках визита министр пообщался также с детьми участников специальной военной операции, прибывшими из Калининграда. В знак внимания Руслан Мизиев вручил им памятные монеты, чтобы у детей осталась память о гостеприимном Малгобеке. Также во время визита чиновник пригласил гостей и участников лагеря посетить столицу Ингушетии – Магас. На встрече отметили значимость поддержки молодежи и укрепления связей между регионами. Прибывшие дети из Калининграда. Хотелось бы отметить, что в Калининграде нашу ингушскую диаспору возглавляет Вадилов Саламхан, который, будучи у нас в Ингушетии, у нас в министерстве, предложил провести какое-либо совместное мероприятие и познакомить молодежь Ингушетии с молодежью Калининграда. Работники МВД и сотрудники СОБР-РЗИ Ингушского управления Росгвардии подготовили для детей показ спецтехники. На площадке можно увидеть бронированные автомобили, которые используются в сложных оперативных ситуациях. Ребята заинтересованно осматривают машины, оборудование, садятся за руль спецтехники под присмотром офицеров. Особое внимание уделено демонстрации различных видов оружия, которые используются в службе. Инспекторы объясняют детям, что с оружием всегда надо быть начеку, и обращаться с ним нужно очень ответственно. Весь показ сопровождается подробными рассказами о правилах безопасности и недопустимости игры с оружием. Также в программе показательные выступления кинологов с собаками. Дрессированные псы демонстрируют навыки поиска запрещенных веществ и выполнения команд. Ребята наблюдают, как собаки безошибочно находят спрятанные предметы и реагируют на команды, понимая, насколько важна работа животных в борьбе с преступностью. Мероприятия в лагере «Нефтяник» вызывают у ребят большой интерес. Дети с удовольствием участвуют в демонстрациях, задают вопросы и делятся своими впечатлениями. Впервые вижу то, что вот собака выполняет такие, трюки вот всякие. И еще мне понравилось с отпечатками пальцев. Впервые я видел, как это делают. И как, полицейская машина мигает. Вот все понравилось тут. Красиво очень. Мне очень понравилось мероприятие. Мне понравился разбор полицейской машины. Собака была очень послушная, круто бегала. Очень было круто. Особое внимание привлекли сотрудники СОБР, одни из самых подготовленных подразделений спецназа, задействованных в борьбе с преступностью и обеспечением правопорядка. Они подготовили к показу мощную технику для мобильного передвижения, и это не все. По приглашению в рамках взаимодействия и организации просветительской работы сегодня наше подразделение и управление Росгвардии было приглашено на это мероприятие. Мы сегодня будем показывать технику, небольшую часть техники, на которой мы выполняем мероприятие, и оружие специального назначения. Это гранатометы, пистолеты-пулеметы, автоматы, пистолеты и снайперские винтовки. Мероприятие в лагере «Нефтяник» проходит в дружественной и познавательной атмосфере. Дети с увлечением участвуют в интерактивных уроках и активно задают вопросы. Такой формат помогает укрепить доверие между правоохранительными органами и молодежью, а также сделать работу полиции более понятной и близкой. Это практика ежегодная, соответственно, мероприятие проводится с целью патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, чтобы дети знали, в дальнейшем проявили чувство героизма наших сотрудников и в дальнейшем тоже проявляли интерес идти работать и в органы внутренних дел, и вооруженные силы Российской Федерации, а также войска Федеральной службы войск Национальной гвардии. Завершая мероприятие, организаторы надеются, что дети запомнят эти встречи как важный и полезный опыт, который поможет быть им ответственными и соблюдающими закон гражданами в будущем. Адам Гуражев, Сулейман Костоев, Магас 24.